Прославленная калмыцкая конница насчитывала более 70 тысяч всадников. Это почти половина от конницы русской армии, поэтому она по праву считалась весьма грозной и несокрушимой силой. Как же выглядел калмыцкий воин? Калмыки – монголоязычный народ, история которого неразрывна с историей империи Чингисхана. А доспех калмыцкого воина берет свое начало еще там, в те времена, когда Чингисхан создавал свою великую империю. На голове воина в раннем Средневековье, в позднем Средневековье, в то время, когда калмыки прикочевали из своей исторической родины в междуречии Урала и Волги, прежде всего доспех калмыцкого воина состоял из шлема. Шлем этот был совершенно разных форм, но основную форму, которую крупнейший специалист сегодня в нашей стране по вооружению, тактике, стратегии и знаковым системам кочевников Центральной Азии Леонид Александрович Бобров отмечает, это шлем, форма которого напоминает форму ступы. Что у нас интересного связано с айратскими шлемами? Дело в том, что в разные, более ранние исторические периоды мы видим очень богато оформленные шлемы. О чем это говорит? Что, как правило, боевые наголовья носили состоятельные степные воины. В айратскую эпоху, в эпоху малого монгольского нашествия, 17-го, первой половины 18 веков, мы имеем три группы шлемов. Первая – это очень простые наголовья. Они есть шапки калмыцкие в оружейной палате Московского Кремля. И эта простота, она нам почему еще интересна? Это говорит о том, что эти шлемы использовались бедными воинами. То есть существовал такой интереснейший феномен, как воин, допустим, средней руки, да, не очень состоятельный, но снабженный боевым наголовьем. Для Великой Степи это редкость. То есть, опять же, это указывает на массовое производство, то когда уже шлемы могут носить не только самые богатые, самые, так сказать, состоятельные намады, но и, вот, так сказать, средняя прослойка, а может быть и даже чуть ниже. Вторая группа шлемов – это очень качественно выполненные боевые наголовья, часто украшенные инкрустацией, украшенные серебрением, позолотой. Это боевые наголовья знати. Они очень разнообразны, очень качественно сделаны, а некоторые из них еще и богато украшены дополнительно, там, бирюзой, лазуритом, кораллами, ну и другими там элементами. И третья группа – это импортные боевые наголовья. Это как раз характерно для калмыков. Дело в том, что в 18 особенно веке и в конце 17 века в регионе, степях Восточной Европы были крайне популярны защитные вооружения северокавказского образца. В чем особенность айратских шлемов? Одна из самых ярких особенностей. Это так называемые кувшинообразные шлемы сфероцилиндрической формы, то есть полусферические в основании, тульи и выходящие такую цилиндрическую трубку. Мы долго думали, почему вот такая форма, она не всегда удобна, может быть. Там вот большая шапка калмыцкая, она почти полметра была высотой, включая там навершие. Но здесь мы сталкиваемся с очень интересным решением, когда боевая функциональность, сохраняясь, дополняется еще и религиозной и культурной составляющей. Дело в том, что эти шлемы повторяют форму буддийской ступы, субургана знаменитого, да? То есть предполагалось, видимо, что такое боевое наголовье, оно не просто защищает воина от оружия противника, но и от вражеского магического воздействия, от негативных заклинаний и тому подобное. Это предположение подтвердилось в ходе дальнейших научных исследований, потому что узоры, орнаменты на этом шлеме повторяют орнамент на буддийских ступах. Как правило, два основных элемента – это триратна, три драгоценности буддийского учения. Очень характерный орнамент, такой его называют меандрообразный орнамент, да, типичный который сохранился вот на айратских предметах, изготовленных калмыцкими мастерами, там, вплоть до этнографической современности. Еще один символ, который часто повторяется на айратском вооружении, символ восходящего пламени, то есть в виде такого столба с языками. На богатых, так сказать, богато отделанных, например, наголовьях, мы видим изображение Будды. Иногда Будда в окружении драконов, но это тоже известный сюжет, повторяющийся. Ну и последнее, такое характерное для айратского комплекса, опять же, для изделий, изготовленных для айратской знати, это очень характерный растительный орнамент, в который вплетены изображения бутонов лотоса. Доспех постоянно претерпевал различные изменения. Первые доспехи были кожаными,
из специальной дубленной кожи, которые с одной стороны защищали воина, а с другой стороны создавали дополнительные проблемы. И если через них проходила стрела или копье, то частички кожи могли попасть в организм, вызвать воспаление и так далее. Позже, уже во времена раннего Средневековья, очень широко использовались доспехи на территории Джунгарского ханства, изготовленные в Тибете. Как правило, тибетский доспех – это доспех ламеллярный. Судя по историческим документам, ламеллярный доспех назывался кхуик. Кхуик значит доспех, который создан из множества различных вот таких вот металлических пластин, сшитых между собой кожаными нитями. Ламеллярный доспех, доспех из мелких железных пластин, соединенных кожаными шнурами, он типичен для эпохи поздней древности, раннего и раннего Средневековья. В период позднего Средневековья этот ламелляр почти повсеместно раздвигается, уходит на задний план, двигается на границы региона, на дальние, и замещается вот тем доспехом, который на Руси потом будет и в тюркском мире называться куяк, от монгольского хуя, как бы, да, и, соответственно, в Европе бригандина. В чем ее смысл? Железные пластины, как правило, вот, примерно с ладонь размером, чуть больше, чуть меньше, начинают подшиваться, а потом приклепываться к органической основе. То есть есть многослойная органическая основа, внутри толстые слои ткани, с внешней стороны, как правило, цветная ткань, более дорогая, а пластины с внутренней стороны к ней приклепываются наподобие чешуи. То есть, когда вы смотрите на такого человека в доспехе, вы видите только ряды заклепок, а пластины все внутри, их не видно. Но они служат не менее эффективно, чем ламеллярный доспех. Почему такой доспех восторжествовал почти повсеместно, там, от Европы там, до Китая? Дело в том, что был целый ряд причин. Первый и самый главный, да, что он очень практичен. То есть, как есть сообщение китайских латников, что им очень назывался темный доспех, где вот сверху ткань, и белый доспех, который сверху ламелляр, там, да, вот сверху пластинами. Почему они не любили? Они называли ламелляр злой доспех, потому что постоянно он ржавел, его нужно было начищать, чтобы начальство было довольно. То есть люди занимались тем, что чистили доспехи. Там. А темный доспех, да, вот бригандина, это добрый доспех. Пластин-то не видно, как бы, да, и тем более органика покрывает, защищает его там, от влаги. Он не нагревается, потому что, значит, солнце падает на ткань, там, да, это предохраняет от перенагрева, а ламелляр нет, соответственно. Ну и кроме того, допустим, чтобы мы понимали, на ламелляр могут идти 1000 пластин, а вот среднее количество пластин на бригандину, вот халат, если не брать наплечники, около 200. То есть пластину можно приклепать 2-3 заклепками, в ламеллярном доспехе нужно было сверлить 8, там, а иногда даже и больше отверстий. Соответственно, то есть при прочих равных условиях он был более эффективен. А экспериментальные испытания показали, что он защищает ничуть не хуже, чем ламелляр, почти, но не отличается по функциональным своим особенностям и характеристикам. И в целом при прочих равных условиях бригандина оказалась более конкурентоспособной. Сначала ей мешало то, что пластины пришивались кожаными ремешками, нитями, и это, как бы, видимо, было не очень удобно. А когда их стали приклепывать, это оказалось предельно эффективно, и в целом ряде государств, в той же Цинской империи, этот доспех доживет до середины 19 века. То есть это будет последняя стадия развития. Да, мусульманский Восток породит новый тип брони, там, да, вот кольчато-пластинчатую, может быть, еще более эффективную, но там было сочетание пластин и кольчатой брони. Это хорошо для тех регионов, где кольчатая броня родная, где на протяжении тысячелетий тянули эту проволоку, да, и делали кольчуги. Вот там его быстро освоили. Для Востока, Евразии, для Китая, для Кореи, отчасти для Монголии это было не очень удобно с точки зрения традиции существовавшего оружейного производства. И там, хотя использовались кольчато-пластинчатые доспехи, но в целом они никогда не стали доминирующей разновидностью корпусных панцирей. Что с айратами? Айраты, мы это знаем по материалам вещественных источников и по письменным источникам. 17 век – это век бригандин, то есть ткань, под ней пластины, сверху заклепки. Это подтверждается всеми находками, которые у нас сейчас есть. Но по мере продвижения на запад все больше и больше появляется кольчуг. То есть, если мы берем калмыков 17 века, то у нас было бы такие два образа. Первый образ – это парень в бригандине, второй образ – это парень в кольчуге.
В Джунгарии в конце 17 века мы видим точно такую же историю. То есть Галдан Бошукту, будучи одним из авторов западных походов, желтых походов против казахов, например, там, да, в Среднюю Азию, в Восточный Туркестан, он, видимо, испытывал некий интерес к западному комплексу вооружения и вместе с огнестрельным оружием активно заимствовались и кольчуги. Русский посланник Григорий Кибирев даже отмечает разницу между вооружением цинских воинов и айратских. У айратов бумажники, то есть стеганые панцири из органических материалов и кольчуги, а у халхи, у цинов те самые пригандины куяки, как их называли на Руси, да, в тот период. И вот первая половина 18 века – это такой сложный процесс. Вперед-назад, вперед-назад. Цевен Рабдан возрождает производство куяков, Галдан Церен снова насыщает войска кольчатыми доспехами. И к моменту крушения Джунгарии среднего 18 века, судя по всему, примерно было где-то 60/40 в пользу кольчуг. То есть главные трофеи, которые привезли цинские войска в столицу, это были кольчуги. Другое дело, что бригандины цинам были привычны, а кольчуги это был некий необычный вид доспеха, может, поэтому и они их и в первую очередь и привезли. И недаром вот там добрая треть, наверное, цинских офицеров, которые участвовали в джунгарском походе и потом позировали для придворных художников, когда делали их портреты, они все изображены в кольчугах, в трофейных джунгарских кольчугах. И они их, судя по отзывам, любили и активно использовали. Религиозность человека выражается не только в его поведении, но и во внешнем виде. И если мы посмотрим на доспехи айратов, джунгары, волжских калмыков, часто сплошь покрыты буддийской символикой. Мы пытались выделить самые популярные элементы, которые характерны для айратского вооружения, религиозной символики. Самый популярный символ – это, естественно, символ Ом и символ Ма. Если по Ом более понятно, это, видимо, такое образное выражение мантры Умпани Падвыхум, то в случае с Ма это предмет научной дискуссии. Напомню, что, например, доспех джунгарский, да, который мы публиковали неоднократно, хранящийся в Музее археологии и этнографии Томского госуниверситета, он сплошь покрыт специальными накладками, посеребренными, в виде, как напоминающую русскую букву А, то есть символ Ма, написанный письмом Ланча. Историк и поэт Лев Гумилев говорил: «Калмыки – мой любимый народ. Не называйте меня львом, я Арслан». С 17 века судьба России неразрывно связана со степняками. Сыны калмыцкого народа не раз защищали границы страны. Приход калмыков в междуречье Урала и Волги, в Северный Прикаспий, как еще говорят ученые, кардинально изменил геополитическую ситуацию на юге России. Прежде всего потому, что основной армией, которой располагали калмыки, была конница. Конница – это особое подразделение в те времена, когда калмыки пришли в междуречье Урала и Волги. Почему? Потому что, в отличие от пехоты, которой в то время воевала основная армия российского государства, конница была очень высокомобильна. Кроме того, начиная со времен Чингисхана и заканчивая моментом прихода калмыков на юг России, в Северный Прикаспий, калмыцкая конница была совершенно закалена в боях. Это была настолько мощная армия, которая использовала совершенные и в то время абсолютно современные методы вооружения, методы тактики, стратегии ведения воина. Потому калмыцкая конница и вообще калмыцкие воины в целом прекрасно владели стрельбой из лука, а потому, прежде чем напасть на противника, они осыпали его градом стрел, а потом с длинными и короткими копьями заходили и добивали противника. Подобной тактики в России в то время у всех других соседних народов, проживавших здесь, в районе Северного Прикаспия, уже не было. Вот если бы мы хотели бы найти символ оружейного комплекса айратов, вот я нисколько не преувеличиваю, именно военный символ оружейного комплекса айратов. Вне всякого сомнения, этим символом стала бы знаменитая айратская пика, джида, дзида, как ее по-разному называли в разных регионах Великой Степи.
Дело в том, что, собственно, военные успехи айратов, они как раз совпадают по времени с массовым распространением длиннодревкового колющего оружия массово среди легковооруженных воинов Центральной Азии. То есть военные преобразования айратских тайшей и, возможно, монгольских ханов второй половины 16-го, начала 17 века привели к тому, что появилась новая, принципиально новая разновидность легкой конницы. Дело в том, что на протяжении тысячелетий копья и пики использовались по-разному. Ну, на раннем этапе это метательное оружие, дротики, там, да, потом ударное оружие ближнего боя для панцирной конницы, а легкие всадники использовали копья и пики эпизодически. То есть он говорит, у вас 100 воинов, и там двое с пиками, как бы остальные все с луками, с ножами, легкие, легко вооруженные, да, с кистенями там, и с каким-то другим вооружением. Что сделали айраты? Простейшее вроде решение, но оно гениальное в своей простоте. Они массово оснастили своих легких лучников еще и пиками. То есть воин, в зависимости от особенностей ведения боя, мог вести стрельбу из лука, и позднее из ружья, например, да, а параллельно с этим на ремнях специальных удерживать за спиной пику. Когда необходимость возникла, он вкладывал лук в науч, соответственно, да, и брал в руку пику, то есть превращаясь из легкого лучника в легкого копейщика. И, как оказалось, простейшее решение дало айратам важнейшее конкурентное преимущество. Потому что при общих условиях, если у тебя лук и у меня лук, а у меня еще есть пика, у меня, соответственно, есть перед тобой определенные бонусы столкновений. Да? И при этом, что сделали айраты? Они сделали это массовым, почти поголовное вот на начальном этапе оснащения пиками. И удивительно, вот мы смотрим, как двигаются айраты с востока на запад, да, от Центральной Азии и Южной Сибири к Северному Прикаспию. И как за ними идет, ну, если угодно, мода на пики и копья для легковооруженных всадников. Сначала казахи, киргизы, сибирские казаки, потом за ними сразу нагайцы, нагаи, да, крымские татары, как там, биться им с калмыки, пишет крымский хан, и закупает 4000 копий на территории Северного Кавказа, например, да, и заставляет своих мастеров делать их. Ну и, наконец, знаменитые польско-литовские липки именно в этот период, и вряд ли это случайность, начинают массово оснащаться копьями и пиками. Следующий этап, ну, об этом тоже я часто говорю, это то, что, собственно, пусть и опосредованно, тут айратская копейная, легкоконная копейная идея, она дала толчок к появлению последней разновидности европейской регулярной кавалерии, которая стала регулярной и копейной. Знаменитые уланы Речи Посполитой, как известно, скомплектованы на первоначальном этапе в основном из тех же самых липков, собственно, и стали последней копьеносной конницей в Европе. Уланы очень, вот весь 18 век и весь, скажем так, и начало 19 века, это вот постепенный рост значения улан. Это была одна из лучших, из любимых категорий, значит, Наполеона Бонапарта, который максимально расширил копьеносцев в своих войсках, ну и поднял, конечно, на недосягаемую высоту значения польских уланских полков, да. А 19 век, вот, вплоть до Первой мировой войны, это продолжение роста значения копьеносной кавалерии. И вплоть там до 14 года вот та же немецкая, германская, Второй рейх, да, кавалерия, она едва ли не поголовно, конечно, да, но очень широко была оснащена копьями. И этот тренд запустили калмыки, айраты, да, если угодно. Это вклад айратов в мировое военное искусство в конце периода позднего Средневековья и раннего Нового времени. Ну и скажу для наших тоже зрителей, напомню, что до прихода айратов в регион Восточной Европы мы никакой копейной конницы, никакой лавы в военном искусстве казаков российского государства мы не наблюдаем. Ни у Ермака, ни во времена Ливонской войны, ни даже в смутном времени. Мы никакой массовой копейной легкой конницы у казаков мы не видим, у российских. Ни на Дону, ни на Яйке. И потом она резко появляется. Вот. И я полагаю, что как раз это тоже влияние айратского военного искусства. И, собственно, как и лава, как развернутый строй, да, вот лук-ключ, который мы наблюдаем, да, в айратском военном искусстве, он появляется у казаков тоже под влиянием айратов. И это вполне логично, потому что вся середина и вторая половина 17 века – это совместные походы донских казаков с калмыками, запорожский какой-то период тоже с калмыками, нагайцев с калмыками, это были периоды даже такие, там, да, уже в 18 веке. То есть было некое такое заимствование военно-культурное. И, кстати, вплоть до 19 века
Собственно, напомню, да, в 19 веке, в начале 19 века, когда калмыки обретают собственную еще и униформу, да, по образцу казачьих полков, они получают условно уланские или псевдоуланские шапки, да, тоже копейные шапки, как бы, видимо, это тоже не случайно, во всей видимости. Теперь, что касается других видов вооружения. Главный вид оружия джунгар – это слабоизогнутые сабли и палаши. И вот мне очень приятно, что вот в этом году, в прошлом году точнее уже, мы с Алексеем Пастуховым сумели, благодаря анализу цинских источников, найти верные названия для этих видов вооружения. То есть уже опубликованы материалы. Вот, например, илт. Да, илт. Долгое время считалось, что это меч. На самом деле слабоизогнутая сабля с крестообразной гардой. Поэтому, если вы читаете джангар и видите, что как бы один из героев использует илт, он использует саблю с крестообразной гардой. Название меча у айратов – это шор. Прямой двулезвийный клинок с гардой. Ну и, конечно, салм – это тесак. Это надвидовая разновидность длинноклинкового оружия с коротким, тяжелым и широким клинком. В целом, надо сказать, что для позднего Средневековья, для кочевников, большей части Великой Степи изготовление собственного длинноклинкового оружия было в целом не характерно. Если мы увидим, например, казахский комплекс вооружения, мы увидим там короткоклинковое оружие и тесаки селебе, да, вот аналог вместо СЛМ, а большинство сабель, шамширов, например, да, они привозные из Средней Азии, из Ирана. А вот у айратов было собственное производство. И, видимо, это было связано как раз во многом с тем, что была труднодоступная возможность для приобретения сабель в той же Средней Азии, пока не был пробит коридор, да, через Пресыдарьинский район. Китай тоже не продавал оружие калмыков, поэтому делали свое. То есть можно было купить оружие собственного производства, можно было заказать за рубежом. И в этом плане характерно, что вот по мере того, как калмыки переселяются, значит, айраты переселяются на территорию Северного Прикаспия, мы наблюдаем очень характерный элемент, когда постепенно, но комплекс вооружения айратов приобретает северокавказский вид. Уже во второй половине XVIII века мы там видим шашки северокавказского образца, мы видим сабли западноазиатского образца и вот другие, вплоть до кинжалов знаменитых северокавказских. Но при этом часть воинов продолжает сохранять, значит, вооружение предков. Почему я так в этом уверен? Потому что у нас есть перечень предметов оружия, которые калмыцкая знать передала в качестве дара императору Цянь-Луну в 1771 году. Там есть и палаши центральноазиатского образца, и чучуги крымско-татарского и северокавказского образца, и типичное северокавказское оружие. То есть знать себе ни в чем не отказывала. В 1812 году Наполеон Бонапарт напал на Россию. Война, которая случилась в тот год, названа в отечественной истории Отечественной войной 1812 года, а после этого еще был заграничный поход 13-14 года. Во время нападения Бонапарта на страну калмыки организовали 3 полка. Первый полк – это был Первый Астраханский полк, второй полк – это был Второй Астраханский полк, и третий полк был полком, составленным из ставропольских калмыков, крещенных калмыков. Кроме того, калмыки участвовали в войне с Наполеоном в составе казачьих частей, в частности Донского казачества под руководством Матвея Ивановича Платова. Предводителем первого калмыцкого полка был Дербетовский наён Джамба Тайши Тундутов, второго калмыцкого полка калмыцкий наён Серебджаб Тюмень, и третий полк воевал под руководством атамана Диомидия. Эти полки достаточно достойно показали себя. Надо сказать, что они полностью были сформированы из калмыков и на средства самих владельцев. Позже, когда оказалось, что одежда, оружие и все остальное у всех калмыков совершенно разномастное, его переобмундировали и отправили на войну. Оба полка дошли практически до Парижа. В частности, второй калмыцкий полк под командованием Серебджаба Тюменя был в Париже, брал Фонтенбло. Есть известная устная легенда
о которой рассказывают наши старики и по сей день, о том, как калмыки брали Фонтенбло, резиденцию Наполеона Бонапарта. Они использовали военную тактику устрашения французов посредством того, что каждый воин, участвовавший в этой операции, переоделся, снял свой мундир, и они оделись в шкуры, перемазались кровью, взяли в руки ружья, сабли, вилы, сели на верблюдов, которых доселе французы не видели, и в таком жутком виде напали на эту резиденцию Бонапарта. Потрясенные увиденным, французы подумали, что это случился апокалипсис, и из холодной России сюда, в просвещенную Европу, пришли войска самого дьявола и капитулировали. Таким образом, калмыки взяли Фонтенбло. Надо сказать, что 3 полка участвовали под своими калмыцкими знаменами. Первый калмыцкий полк имел знамя Окунтингр, изображение было, это Шридеви на санскрите звучит, или Палден-Хамон на тибетском языке. И вот под этим знаменем первый калмыцкий полк воевал с французами. Второй калмыцкий полк воевал под знаменем Дайчи-Тенгри. Это древний покровитель Джунгарского ханства, военный защитник айратов. И вот с этим знаменем калмыки были в Париже, квартировали несколько месяцев, а потом вернулись домой. Знамя было размещено в Хашутовском Хуруле и хранилось там практически до 20-х годов 20 века, и позже исчезло в горниле гражданской войны. Больше 400 лет калмыцкие воины, не ведающие страха в бою, вписывали свои имена в славные страницы побед России и по сей день продолжают доблестно выполнять свой долг перед Родиной.